Dear colleagues, құрметті қадірлі қауым, дорогие коллеги, студенты, исследователи, все, кто сегодня подключился к нашей и еще будут подключаться. Мы начинаем очередную нашу лекцию в рамках лектория. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің сіздерге Қазақстан қоғамының әлеуметтік тарихы мен мәдени жадының аудиовизуалды сюжеттері 19 ғасырдан соңы 21 ғасырдың басы ғылыми зерттеу жобасы аясында ұйымдастырылған дәрістер топтамасын жалғастыруы туралы хабарлауға қуанышты. Бүгінгі біз қуанышпен доктор Разия Рахимовна Султанованы қарсы аламыз. Доктор Разия Султанова Ұлыбританияның Кембридж мұсылман колледждің ғылыми қызметкер стипендиаты, Чехиядағы Прагада Карлов университетінің шақырылған профессоры, халықаралық дәстүрлі музыка кеңесі музыканың жаһандық тарихы бойынша зерттеу тобының төрайымы, түркітілдес әлемінің музыка энциклопедиясының бас редакторы, қазіргі таңда бұл еңбек дайындалуда барысында. Тағы айтатын, бүгінгі лекторымыз белгілі зерттеуші және этномузыка ғылымының маманы доктор Разия Рахимовна Султановаға дәрістер тізбегін өткізу туралы бастаманымызды қолдап, біздің дәрістер алаңында дәрісін оқуға келіскені үшін шексіз ризалығымызды білдіреміз. Очень большая благодарность, Разия Рахимовна, что несмотря на то, что все заняты, вы только недавно приехали с конференции, были в Пакистане, я знаю, представляли очередной свой доклад, и сегодня мы рады приветствовать у нас здесь на нашей площадке, и тема выступления Бригейлік. Сейчас. Бригейлікті сақтау солтүстік Ауғанстан халықтарының мәдени жады, өзбектер, түркмендер, хазарейктер. Ой, извините, если что-то сейчас я... Да, слово вам предоставляем, Разия Рахимовна. Спасибо большое. Thank you very much. Good morning. In London it's 9 o'clock and it's very typical British rainy and gloomy morning. And good afternoon to all my colleagues and friends in Almaty. It's my great pleasure to participate in your seminars on social history and cultural memory. And I would like to thank personally Professor Tenlik Dalaeva for organizing such an interesting event. And it's a real privilege to be with you today. And I'm going to talk about my recently published book, Afghanistan Dispossessed, Women, Culture and the Taliban, just trying to tell you some main points about the book, certainly. Добрый день, мои уважаемые коллеги и друзья в Алмате. Я хочу поблагодарить профессора Тенлик Далаеву за приглашение принять участие в вашем интереснейшем семинаре по социальной истории. И это моя большая честь участвовать в вашем событии. И сегодня я хочу рассказать о своей книге, которая недавно была опубликована. Это называется «Это об Афганистане. Женщины, культура и Талибан». Надо сказать, что название, в общем-то, было выбрано издательством. Это не мое собственное название книги, потому что в книге очень много описано историй и событий, связанных с музыкальной культурой
исполнителей мужчин. То есть это не только о женщинах книга, это вообще о севере Афганистана. И для того, чтобы вам объяснить, что именно меня привлекло и как книга создавалась, я хочу, чтобы сейчас, если можно, открыли PowerPoint, то есть наши иллюстрации и слайды. Афганистан, как вы знаете, это соседняя страна, соседствующая с Средней Азии, и исторически Афганистан был частью Средней Азии, поскольку мы все знаем, что, например, Захириддин Мухаммад Бабур – это вот карта Афганистана, и вы видите, что наши республики, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан соседствуют с Афганистаном, и если вы помните по карте, есть река Амударья, с правой стороны наши бывшие советские республики, с левой стороны Афганистан. То есть, когда были, вы помните, трагические события в Таджикистане, люди просто семьи на плотах переплывали страну, переплывали реку Амударью, чтобы показаться, так сказать, в спокойном Афганистане. В начале 90-х это было так. И вы видите Пакистан по соседству, неподалеку, да, тоже соседствует с Афганистаном. И в культурном отношении, в языковом эти страны близки. Но что меня привлекло, можно показать следующий слайд, пожалуйста. Вот, вы видите сегодняшний день в Афганистане. Это, конечно, полный хаос. Мы все знаем, что в августе 2021 вернулся Талибан, и это было совершеннейшим шоком для всего мирового сообщества, потому что Талибан, который 4 года провел в этой стране, с 1998 года, 1998 по 2002 год, столько натворил всего ужасного в стране, что 20 лет понадобилось, чтобы только прийти в себя этой стране. И вдруг после многих изменений в лучшую сторону опять Талибан вернулся. Так что вот эта страна находится в катастрофическом положении на протяжении 40 лет. То есть эту страну называют страна безостановочного вот этого вот военного какого-то положения и состояния. То есть это очень трудное для проживания. Хотя вы видите вот эти ландшафты, они очень живописные. Страна необыкновенно интересна, красива, и в основном люди выживают за счет сельского хозяйства. То есть это все земледельцы, у каждого свой сад, и они все очень любят. Да, но сегодня, вот после того, как вернулся Талибан, это все обострилось. Смотрите, что происходит тут с этим Талибаном, и почему, в общем-то, женщины на сегодняшний день являются главным сюжетом, так сказать, нашего научного исследования. Потому что неудивительно, что женщины оказались прежде всего в поле зрения Талибана, поскольку новое правительство афганское в виде Талибан, они считают, что женщины должны находиться только дома. Если выходить, то обязательно одевать бурку, то есть чтобы никто не видел их лица. И выходить-то им нельзя, даже, скажем, за покупками, за продуктами, без сопровождения мужчин, членов семьи этой, так сказать, каждой отдельной семьи. Почему это делается? Потому что Талибан считает, что ни образование, ни работа, никакая карьерная деятельность для женщин не присуща. Они считают, что... И вот, кстати, документ, который я хотела вам показать, совсем недавно был опубликован. У них были такие формы вот у стран, которые находятся в сложном положении, у них есть такие вот национальные ревью по разным пунктам жизни общества, и проводят это те волонтеры, то есть те, кто помогают. Так вот, пока Талибан не вернулся, смотрите, что произошло. У них, оказывается, в Афганистане, вот за 20 лет после того, как ушел первый Талибан, было Министерство женских дел, так называемое. То есть специально правительство выделило, так сказать, вот определенную такую структуру, которая занималась улучшением ситуации женщин. И еще были всякие женские организации. Женщины учились,
и в школах, и в университетах. Женщины работали, выступали, была женская бригада на телевидении, которая вела программы, поднимали всякие вопросы. И более того, оказалось, что всего 3,5% где-то, но все-таки в администрации, то есть в правительстве страны, женщины принимали участие, даже в правительстве. Теперь смотрите, что происходит. Ну, Афганистан, как я сказала, очень сложная страна для проживания. И средняя рождаемость каждой женщины, как правило, 5 или 6 детей, понимаете, рожает. То есть это норма для этой страны. И это такая высокая рождаемость входит в число 10 самых высоких показателей рождаемости в мире. И в результате что получается? Что молодежь до 20 лет составляет 60% населения страны. Раз 60% населения до 20 лет, им всем нужно что? Образование и обучение. И в результате девочки, подростки или женщины молодые, полные силы, желания учиться и работать, лишены такой возможности. Можно следующий, пожалуйста? Следующий слайд. То есть женская ситуация наиболее критичная. Вот видите, вот это их бурка. То есть мы видим, что там есть такая вот, такое, понимаете, специальное сплетение на уровне глаз, то, что мы называли когда-то мережка, если те, кто вышивали, все они знают. И через это сплетение на уровне глаз женщина видит, по крайней мере, куда идти и кто, так сказать, ее окружает. Но никто из присутствующих, никто на улице, то есть из прохожих, не может разглядеть ее лица. Дальше, пожалуйста. Ой. Да. Сейчас, минутку. И в результате женщины совершенно сейчас отключены от внешнего мира, они общаются друг с другом только по телефону, то есть телефоны там, конечно, распространены, но сначала, когда вернулся Талибан, они пытались выходить на улицы, протестовать и требовать возвращения своих женских прав, но их быстро успокоили, то есть всякими, конечно, наказаниями и всякими жесточайшими обещаниями, и теперь они могут протестовать только сидя дома и на интернете, по интернету, пытаясь, так сказать, демонстрировать свое отношение, что очень сложно. Девочки и подростки все остановились, все прекратили свое обучение в школах и в университетах, и даже те молодые женщины, которые работали, скажем, там, врачами и прочее, их осталось только считанные единицы, хотя есть несколько женщин в полиции, мне сказали мои афганские подруги, но им разрешается работать только с совершенно закрытым лицом и прочее. То есть эти все изменения говорят о том, что именно женщины, наименее изученная часть населения Афганистана, находится в сложной сейчас ситуации. Это наша исследовательская задача — помочь им как-то вернуть их право голоса и право на общественную жизнь. Следующий, пожалуйста. Вот вы видите, это Шаберган, где мне повезло принять участие, навестить, во-первых, то есть я в 2006 году, то есть давно уже, когда Талибан первый ушел из страны, мне удалось посетить Афганистан, но этому предшествовала большая работа. То есть причина, по которой мне пришлось ехать в Афганистан, была именно та, что хотя мне удалось почти все имеющиеся архивы и библиотеки в Европе, в Азии, в Австралии и в Америке посмотреть с точки зрения, какие там записи, какие там архивы по северу Афганистана, мне пришлось все-таки поехать туда, чтобы воочию убедиться, какова культура, какова музыка и кто там исполняет и на каком языке. Прежде всего, мне повезло, что в годы назад, чуть ли не 25 лет назад, мне повезло, что я получила грант Бамбергского университета в Германии, в Баварии, для расшифровки песен
узбеков Северного Афганистана. Там я работала с профессором Ингеборг Бальдауф, австрийского происхождения, но она работает в Германии, и по ее исследованиям, фундаментальным исследованиям, я обнаружила для себя целый, как говорится, параллельный мир. Вы помните, что когда Советский Союз начал войну с Афганистаном, так называемая братская помощь и прочее, мы очень мало знали, что там происходит. И мы как раз в том поколении, мое поколение, я училась в Ташкентской консерватории, и в этот момент, я помню, наших студенток, вокалисток самых ярких отправляли на праздники в Афганистан, то есть вот во время вот этой войны, чтобы они там выступали, и мы не могли ничего толком прочесть в газетах или услышать по телевидению, по радио, но мы знали, что очень многие ребята, кого отправляли туда воевать, возвращались, как говорится, в гробах. То есть вот это мы знали через соседей, через знакомых, что молодежь погибает, но почему мы не знали. И когда я обнаружила вот эти исследования, проведенные Ингеборг Бальдауф, это было посвящено узбекам Северного Афганистана, я была поражена, какая у них древняя культура и как хорошо она сохранилась. То есть вот по ее публикациям, по текстам, она филолог и этнограф. Было видно, что культура у них, по крайней мере, на 100 лет, знаете, 100 лет назад, понимаете? То есть это были те же самые узбекские песни, не те же самые, а именно узбекские песни фольклорного образца, которые, наверное, существовали в Узбекистане 100 лет назад. И, конечно, из-за того, что Узбекистан и север Афганистана разделены только одной рекой, культурная общность и песни вот эти, они были очень похожи, скажем, мелодически, но тексты были совершенно разные. Мы знаем исторически, что советская идеология была направлена на то, чтобы многие жанры, так сказать, если не запрещались, то исчезали. И поэтому самое, что ни есть, древняя фольклорная прослойка наследия, музыкального наследия, она попросту исчезла. Так вот, можно было найти вот эти жанры именно среди узбекских песен, хотя я видела только тексты. Ну вот вы видите теперь, как женщины, мне повезло, я после исследования австрийских архивов, австрияки оказались самыми такими дотошными учеными. Оказалось, что они впервые ездили на север Афганистана, где, по последним сведениям, проживает до 5 миллионов узбеков, наверное, так же, как большое население казахов в Китае в настоящий момент. Да? Так вот, на севере Афганистана до 5 миллионов узбеков, и мне пришлось исследовать все возможные архивы и библиотеки с точки зрения нахождения каких-либо записей о музыке или о поэзии севера Афганистана. И вот австрияки с 1958-1959 года, это у них были Прессел и Климбург, исследователи, этнографы, они записали множество оттуда различных исполнений, как они считали, поэзией. И все это были файлы, то есть это все было в каталогах поставлено туда, где поэтическое наследие. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что вся эта поэзия была распевной, то есть это были песни по существу, но для этнографов и этнологов это расценивалось как поэзия. То есть мое первое открытие было, что давно уже ученые собирали это все, но, естественно, когда мужчины, Прессел, Климбург и Климбург приезжают в страну, то они записывают мужчин. Где они их записывают? Чайхана. То есть это наше известное вот это среднеазиатское заведение, куда приходят люди попить чай, поесть и пообщаться, конечно, в основном только мужчины. То есть мой был вопрос, прежде всего, почему нет женского никакого наследия. После этих австрийских я была в Германии, в берлинских архивах, потом в Лондоне, конечно, в британском музее, британской библиотеке, там есть архивный.
Светлана Ивановна, Потом мне пришлось побывать в Америке, в Австралии. То есть, когда я собрала весь имеющийся арсенал записей по Афганистану, по северу Афганистана, я поняла, что самое интересное – это поехать в Афганистан и увидеть. Так что вот я вам показываю фотографии. Я приехала в Афганистан, это был конец Рамазана, и мы видим женщин, которые собрались все вместе, чтобы исследовать, чтобы собраться и порадоваться. Они все в нарядных платьях и с детьми. Слышно нормально? сейчас помеха здесь. Да, Светлана как помеха идет постоянная. Игорь, ты можешь отключить? Ага. И как вы видите, женщины собрались все вместе с детьми, чтобы праздновать окончание Рамазана. То есть этот Курбан Хаид, то, что мы называем, вот это, как это проходило в те дни. И мы сейчас, когда я закончу свой короткий рассказ, посмотрим, как женщины поют, потому что есть запись, которая показывает вот их песни. Мне пришлось сделать небольшой фильм после возвращения из Афганистана. После того, как я узнала, что этот музыкант и эта певица, которых я записывала, их больше нет в живых, мне пришлось из тех записей, которые я делала на крошечном видео, понимаете, больше для себя и для моих студентов, мне пришлось сделать из этого фильм. Вот, это дети узбеков, афганских узбеков, которые тоже играют, но вы видите, уже совсем не на традиционных инструментах. Можно дальше, да. Предыдущие, что у нас было предыдущее? Предыдущее, пожалуйста. Да, вот мы видим знаменитую, да, вышивка, покажите вышивку. Женщины Афганистана работают очень тяжело, потому что хотя они в большинстве своем только находятся дома и помогают семье и мужу и выращивают детей, они еще занимаются ковроткачеством или вышивкой. Вот вы видите один из типичных примеров. Есть специальные песни для вышивания и для ковроткачества. То есть когда они занимаются вот этой работой, рукоделием, они еще и поют. И мне было интересно это все увидеть. Теперь дальше можно посмотреть. Вот это Сабзыгюль. Следующее. Вот это, да. Сабзыгюль. Это известнейшая свадебная певица. Единственная, кстати, она ушла и не оставила после себя учеников, потому что присутствие Талибана запрещает посещать друг друга женщинам, правильно? Это только если мужчины, члены семьи могут сопровождать, мужчины заняты своими делами и прочее. В результате такой жанр, как свадебное женское песнопение, практически исчез. И это все происходит из-за внешнего влияния всевозможных политических сил. Вы видите, Сабзыгюль со своим мужем исполнила для меня вот эту песню, и мы ее с удовольствием потом показали в фильме. Следующий, пожалуйста. А вот это ее сын, нет, предыдущий. Спасибо. Это ее сын, который вы видите за кибордом. Он тоже у него свой ансамбль, и он поет и все. Но они уже не национальные, как говорится, песни, хотя сочиняют песни во славу Узбекистана и узбекской музыки, но уже с современными инструментами. Следующий, пожалуйста. Вот, этот был знаменитейший человек, Усто Саид Гафар Камалидин, который был, ну, я не знаю, как Ойстрах, знаете, то есть глава всего северного Афганистана в жанре исполнительства. Он держит традиционный дутар, узбекский дутар, и вы видите его детей, у него все еще дети, и посмотрите, самый младший, которому 6 лет, уже играл на афганском рубабе. Нет, это не афганский, кашгарский, извините, рубаб. Так что мы видим, что это действительно был человек, к сожалению, Саид Гафар, устат Саид Гафар Камалидин уже ушел в другой мир, но он оставил после себя целое наследие учеников. Он был не просто человек, он был удивительным еще и философом. Было очень интересно работать с ним и задавать ему вопросы. Например, ему принадлежит такое высказывание, что чтобы учиться музыке,
должно быть мирное время. И он объясняет, почему, как это важно для людей играть на музыкальных инструментах. Он рассказывал, что генерал Достум, это такой был военачальник местный и есть, который очень помогал узбекам сохранять их национальное самосознание. И он открыл, генерал Достум, для Устад Саид Гафар Камалиддина телевизионную программу. Представляете, то есть на местном телевидении была целая программа, как научиться играть на узбекских инструментах на дутаре. И вот Устад Саид Гафар Камалиддин, а вот это его младший, сказал интересную вещь. Он говорит, что без изучения традиционной культуры и традиционной музыки невозможно сохранить национальное самосознание. Ему принадлежит фраза, говорящая: «Какой же ты узбек, если не умеешь играть на дутаре?» То есть это, наверное, аналогично тому, как у казахов дамбра, правильно? То есть дамбра – это тоже символ национальной идентичности для казахского народа, вот то же самое у узбеков. И Гафар Камалиддин был философом, музыкантом, философом, настоящим гражданином своего народа. Следующий, пожалуйста. Да, вот я здесь с Интазором. Интазор – это был другой музыкант, очень известный, который играл и пел песни, и сам сочинял эти песни. Он мне рассказал интересный момент из своей жизни, что когда пришел первый Талибан, Талибан, когда пришел, это в конце 90-х, то у него в семье мать его была тяжело больна, и он говорит, как все другие музыканты, просто в одну ночь, собравшись всей семьей и уехать в Пакистан, я не мог себе этого позволить. Пакистан, как оказалось из моих разговоров с музыкантами, это где-то 5-6 часов дороги на машине вот из севера Афганистана до границы с Пакистаном, куда они все перебрались, как только пришел Талибан. И Интазор, вот это его песни, которые он сам сочинял, и он говорит, что ему пришлось приспосабливаться к Талибану, то есть не играть на музыкальных инструментах, но петь песни во славу Талибана. Это, он сказал, была единственная возможность для него и его семьи просто выжить в эти трудные годы. И вот это ему удалось с трудом, но вот он признался откровенно, что он не мог уехать, бросить больную мать, и так сложилась его судьба. Следующий, пожалуйста. Ну, это я с местными девочками, то есть это гостеприимство узбекское, это, конечно, совершенно другая тема, о которой можно долго говорить. О, все, спасибо, вот это. Вот посмотрите, девочки и мама, все они профессиональные, можно сказать, вышивальщицы и ткачихи. Вот их последние работы, они показали мне, что они сделали, они были очень гордились своими достижениями. Вот это то, чем занимается с большим трудом, то есть вот как мама мне их призналась, мы, говорит, столько времени проводим, сидя в этой, вышивая и занимаясь вот этим ковроткачеством, что, говорит, потом у меня ноги совершенно не слушаются, я не могу ни встать, ни сесть, ничего, то есть это тяжелая, многодневная, многочасовая работа, особенно в больших семьях женщинам приходится, да, нет, предыдущий, пожалуйста. Предыдущие, да. Много трудиться и много работать. Но мы с вами не стали касаться теоретических основ такой темы, как, например, национальное самосознание. Что это такое? В настоящий момент существует много теорий здесь за рубежом по поводу диаспоры. Что такое диаспора? Можно ли называть вот эти 5 миллионов узбеков на севере Афганистана диаспорой? Или же это, так сказать, недавно приехавшие или живущие там постоянно. Из моих разговоров с узбеками Афганистана я обнаружила, что по большому счету они никогда не считали себя диаспорой, потому что они там жили всю жизнь, они считают, что они у себя в стране, у себя дома. Единственное, конечно, они отдают себе отчет, что Узбекистан – это центр всей узбекской культуры, то есть советский Узбекистан всегда был центром узбекской культуры, они на периферии, но сами у себя дома. Интересно, что Захириддин Мухаммад Бабур, основатель империи могулов, который из Андижана, это мой родной город Андижан,
он похоронен в Кабуле. То есть вот это было нормой для Средней Азии того периода 15-16 века. И это говорит о том, что вот для империи могулов Кабул был городом Средней Азии. Всегда ему отдавали должное как городу, представляющему культуру узбеков в свое время. И вот считается, что национальное самосознание – это такое чувство принадлежности в соответствии с музыковедческими исследованиями. Это чувство принадлежности, которое выражается в музыкальном вот таком вот осознании, потому что главное для национального самосознания – это язык и культура. И вот музыка оказывается таким фундаментальным средством. Что касается диаспоры, то вот, как я сказала, не существует одного какого-то определения, что же это диаспора. Например, в настоящий момент, как мы знаем, большое количество молодежи в основном работает в качестве гастарбайтеров по всей России, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, где угодно. Но нельзя их называть еще диаспорой, потому что, согласно последним исследованиям, диаспора предполагает по меньшей мере 3 поколения. А это молодежь, которая переехала, или иногда это уже замужние, состоящие в браке люди, перевозят туда детей, но вот пока 3 поколения не состоится, они еще пока не диаспора. А что касается Северного Афганистана, вот эти 5 миллионов узбеков считают, что они не диаспора, что они у себя дома. Так что это очень спорный вопрос, и пока какого-то определенного мнения по поводу диаспоры и так сказать, не существует. И еще междисциплинарные исследования принимают во внимание разные точки зрения по этому поводу, поэтому пока еще нету определенной теории. Ну, я думаю, что вот на этом я бы хотела... север Афганистана 34 провинции в Афганистане, и если задастся целью посмотреть этническое их состояние, то почему-то так сложилось, что на севере Афганистана все национальные меньшинства присутствуют, то есть это узбеки, туркмены, киргизы, казахи были, но они съехали, хазары, это тоже распространено очень широко по всему Афганистану, но вот на севере их как-то больше. И они все продолжают развиваться в русле своего языка и своей культуры. Например, музыканты, с которыми я разговаривала, те, кто сбежали во время первого Талибана в Пакистан, они все, когда пришло время Талибану уйти, они все вернулись в свои родные села и города. И на вопрос, почему, они объяснили просто: школы. Им важно было, чтобы дети ходили в их школы и изучали их язык, их культуру. Поэтому они все вернулись на места своего проживания. Вот. А как сейчас, в настоящий момент сложится ситуация и для женщин, и для музыки, это очень сложный вопрос. Талибан, как вы знаете, запретил исполнительство музыкальное на любых инструментах, и поэтому в настоящий момент существует множество запретов и множество сложностей. Многие музыканты, кто успел, уже уехал, а те, кто не успел, им приходится прятать свои инструменты, которые будут уничтожены по теории Талибана, так сказать, это все антимусульманское, и поэтому музыканты переживают тяжелейшие времена. Вот эта Илаха Сурур, хазара по происхождению, афганская певица, она сейчас проживает в Европе и очень успешно на основе афганских песен она дважды записала альбомы с афганскими фольклорными песнями, но в современной аранжировке. Это получило очень хороший отзыв, поскольку ее первый альбом «Кифая» посвящен целиком женским песням. То есть то, что никто не делал и никто не знал вообще, что в Афганистане такое множество женских песен. И об этом можно говорить долго. Например, гендерное распределение в Афганистане очень странно действует. Если в семье родился ребенок сын,
то это большой праздник. Это все соседи, все друзья, вся семья, все собираются из разных городов, чтобы праздновать. Если родилась девочка, никто вообще не собирается это праздновать, потому что все стараются это скрывать и как-то об этом много не говорить. Можете себе представить, все их колыбельные всегда обращены к ребенку, сыну. То есть мой дорогой сын, мой дорогой мальчик, мы так рады, что ты у нас есть, у тебя будет большое будущее и прочее. Никогда не существовало колыбельных для девочек, потому что самые главные представители семьи – это мальчики. И вот Элаха, она не только собрала женские песни, она сама сочинила несколько песен, именно посвященные детям, новорожденным девочкам. Девочкам, то есть это все девочка, мы гордимся тобой, мы уверены, у тебя все будет хорошо в твоей жизни. Вот, так что Элаха сейчас это представитель Афганистана и известная певица, она разъезжает с концертами по Европе, в данный момент она, по-моему, в Австралии выступает, так что если не вырваться музыканту, певице, особенно женщине, из страны, по всей вероятности, музыкального будущего, вот при настоящем социальном состоянии страны не будет, это все остановится, существовать не будет. Но вот на такой грустной ноте, к сожалению, хочется закончить мою презентацию, потому что женщины, и музыка, и культура, и национальное самосознание – это те болезненные нотки, которые, болезненные темы, которые нам, исследователям, приходится с этим сталкиваться, узнавать это все. И я хотела показать несколько примеров для того, чтобы мировая общественность знала о плачевном состоянии культуры и музыки, в частности, вот в стране Афганистан по пришествии второго Талибана. Маленькие примеры мне хотелось вам показать. Спасибо. Звука нет. Звука нет. Звука нет. Сейчас. I'm Dr. Rizia Sultanova. Так слышно? Studies in Cambridge, and I'm doing my research on music in the northern part of Afghanistan. At the very beginning of this research, Сейчас я. Да, вот это, пожалуйста. Да, пожалуйста, да. Звука не было. Звука не было. Звука не было? Не было. Женские все. Тинли, к сожалению, вообще ничего не услышали. Конечно. Давайте еще раз женское общество посмотрим. Обязательно. plays instruments. Звука Смотри. нету, да, а мне слышно. А у нас не было ничего.
На Так, 3 ну, минуты мой микрофон поставьте, включен, пожалуйста. я попробую мой. На 3 минуты. Лик, там, когда вы расшариваете, там есть галочка «Расшаривать звук». Вот там же на кнопке «Расшаривать». Нажмите, да, теперь уберите, ага, уберите вот этот запрет на звук. У нас А нету, где? нету звука, нету. Да. А где, Динара, подскажите, я просто здесь вот. Вот где расшаривание вы включаете, нажмите эту кнопку еще раз, и там есть галочка. Ну, по-английски share sound, на русском я не знаю как. Чтобы Так, демонстрация экрана. Да, и там есть вот внизу, справа, слева, по-моему, внизу слева. Да нет, просто выключен звук. У меня показывает, что звук выключен. Включить его можно? Сейчас я. Просто выключен звук. Сейчас. Я не вижу где здесь. Основной показатель звука отключен. В фильме. Внизу. Да, вот здесь, включите здесь звук, пожалуйста. Вот здесь вот где. Нет, это не надо, это сложно все. Нет, это все сложно. Идемте в простой наш. Да, вот сейчас включите звук, пожалуйста. Не надо ничего, просто звук включите. Звук у вас выключен. Вот здесь выключен звук. Все равно нет звука. Was very Есть звук strong, сейчас? very powerful, and that was Yes. Нету звука опять. the northern part of Afghanistan. Всё. We're gathering for eight celebrations in Sodergam city. Women sang everything on Да, здесь оставьте, пожалуйста. songs of celebrations and religious songs. They sang Mavlud, and that was Нету звука. Это не так. Почему вы сами не можете показать свой ролик со звуком и без звука? Разия. Потому что я переслала туда, к вам, чтобы это было, не испытывало международных волн и остановок всяких процессов. Нету звука. Utar. Usto Said Kamaluddin had an interesting teaching style, master apprentice. Все, не трогайте звук, не трогайте звук. Просто время поставьте точное. Very similar to what it used. Ладно, время поставьте точное, уже все, да. Yes. Нету звука, нету. One of the most interesting impression I received from meeting Все, не трогайте ничего, не трогайте. was to meet Usto Khair Mamat Soker. To see someone who plays instruments, musical instruments, he made himself, like Usto Khair Mamat Soker, was amazing. Я думаю, Разия Рахимовна, тогда мы на неделю, с вашего разрешения, фильм разместим и дадим ссылку, чтобы все, кто могли послушать. Хорошо, давайте так, потому что иначе звук не проходит, да. Да. Спасибо большое, Разия Рахимовна. Уважаемые слушатели, коллеги, студенты, исследователи, если есть вопросы, у нас просто по времени еще, Разия Рахимовна,
ограничено сейчас, буквально у нас минут 15 для обсуждения. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Можно? Да. Жанарке, пожалуйста. Ага. Спасибо, Рахимовна. Рахмет огромный, очень интересный доклад, конечно, много чего не знала, оказывается, про женщин Афганистана, и тем в частности узбеков. Очень интересно, конечно. Я спросить хотела, вот когда вы изучали их женские песни или там, вот конкретно вот свадебные услышала, колыбельные, обращенные к мальчикам услышала. Вот когда они создают, опять же, на свое ремесло, да, свои ремесленные изделия, они определенные песни поют? Да, конечно, в этом было и открытие, понимаете, богатейшей разновидности женского песнопения, потому что, как оказалось, если они занимаются ковроткачеством, они поют одни песни, если они собираются на хаид, вот хаид Мубарак, они поют другие песни, религиозные песни они поют, причем все три поколения, вот я пыталась это показать. И бабушки сидят, и мамы, и девочки маленькие. Они все вместе поют по-узбекски песни. То есть они, казалось бы, в Афганистане, где официальный язык фарси. Но они поют на языке, который является языком их нации, их национального самосознания. То есть у них есть и религиозные, и свадебные, и праздничные, и для ручной работы, для рукоделия и прочее. Вот это было интересно. Да, и вот, допустим, если конкретно по рукоделию, что, допустим, какие там слова или какая-то мысль, что там содержательно, чуть-чуть? Да, но они в основном используют какие-то, понимаете, параллели, например, красивая весна пришла, то есть все цветы расцвели, и краски такие, и краски подснежников, и краски тюльпанов, и все такое, и маков, и прочее. То есть это не прямо по каждому стишку вышивальному, но это такие вот параллельные восхваление природы, красоты природы, понимаете, или такие нравоучительные песни, что вот надо быть добрым и слушаться старших, что-то такое. То есть нету прямых связей с тем, как переживают, да. Но процесс пения, вот вы знаете, Навруз ведь, например, мы сейчас приближаемся к этому празднованию Навруза. Вы же знаете, что в прошлом, например, наверное, и у казахов это так же, как у узбеков, женщины должны, пока варят сумаляк для Навруза, петь 24 часа, не переставая. То есть здесь, конечно, не было прямого такого, понимаете, направление на то, что они в котле мешали эти зерна и прочее, а были все песни, какие они знали, то есть весь репертуар обновлялся за счет вот этой необходимости под звуковое сопровождение готовить вот этот сумаляк. Ну, вот что-то похожее происходит с этими песнями при вышивании и при ковроткачестве. И этим занимаются только женщины. Вот это интересно. Да, да. Наоборот, мне кажется, даже восхваление природы и весны, это как раз-таки имеет прямое отражение в вышивке, потому что самые яркие краски, самые обновления, вот это все наоборот. Очень интересно. Допустим, мне бы подробнее узнать книгу или статью конкретно. Мы можем как-то так, потому что... Ну, книга только сейчас вышла, то есть это тоже был долгий процесс, потому что здесь в английском издании Pen and Sword, и книга вот она, но это только на английском пока. Какие-то отдельные статьи, кстати, были опубликованы даже в Астане на английском, но не про женское ковроткачество. Нет, но я этим давно занимаюсь, поэтому не знаю, может, определенная статья должна была на эту тему выйти. Но очень интересен ваш вопрос, спасибо большое. Это, правда, малоисследованная часть, и только мы, женщины, можем этим заниматься. Это наша, так сказать, привилегия, правильно? Да. Мужская часть не исследовательских, научных всяких исследований, они к этим вопросам пока не присоединялись. Спасибо большое, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Разия Рахимовна. Еще вопросы у нас есть?
Можно, да, немного добавить? Здравствуйте. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ага. Извините, я не могу включить видео. Большое спасибо, уважаемая Ну, Разия представьтесь. Ханым, сейчас за интересную лекцию. Меня зовут Гульмира. Я работаю в Институте истории и этнологии имени Валиханова в отделе этнологии и антропологии. Вот. Я хотела немножко дополнить вот по вопросу, являются ли узбеки на севере Афганистана диаспорой или нет, и о хазарейцах. Они, узбеки на севере, проживающие на севере Афганистана диаспорой, конечно же, не являются, потому что, знаете, они живут еще где-то вот с конца 15-16 веков на этой территории. И их появление там было связано, вот помните, с вот этой историей, когда Мухаммед Шайбани откочевал с территории Восточного Дешты-Кипчака в Среднюю Азию, и в то же время и вот эти откочевавшие узбекские племена, среди которых были и найманы, там, катаганы, да, и до сих пор вот среди узбеков сохраняется, да, и вот в том числе и среди узбеков Северного Афганистана вот это вот деление, память о том, что вот они, например, найманы, там, еще там дулаты, киреи, да, вот это до сих пор сохраняется. И даже на севере Узбекистана, вот был на севере Афганистана, извиняюсь, был такой, значит, катаганский вилает. Так, ну и что я еще хотела сказать? Еще и насчет хазарейцев. О хазарейцах вообще тоже очень интересно, вот я думаю, что уважаемый наш спикер об этом тоже знает, да, что есть такая легенда, что они произошли от монгольских воинов, да, что когда-то Чингисхан их оставил, и хазара переводится вроде как с монгольского 1000, да, насколько мне известно. Совершенно верно, да. Да. Ага. И даже у них вот тоже у них сохранилось вот это вот родовое деление, те же самые вот эти вот роды, которые сегодня имеются вот у казахов, да, и у части узбеков. Значит, оказывается, до сих пор хазарейцы сохранили вот какие-то слова из монгольского языка. Оказывается, схожести есть. Вот я только вот это хотела добавить. Рахмет. Спасибо большое. Да, я также сама сказала, что узбеки Северного Афганистана не принадлежат к числу диаспоры, потому что они с 15 века там, как даже вот видите, Бабур, который умер в 1530 году, он похоронен в Кабуле, то есть это было частью вот его земель, его царства могулов и прочее. И что касается хазары, абсолютно правильно. Это они происходят от монголов, то есть их считается происхождение близкое к монголам, и считается, что они внешне похожи, и какие-то элементы языка сохранились, хотя хазар-алей – это персидское слово, означающее 1000. Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Я на этом немножко, наверное, будем останавливать. Почему? У меня интернет-соединение неустойчивое и выбивает, и, по-моему, да, и многих выбило уже из тех, кто слушал нас. Но если вот заключительный момент, да, кто-то, если что-то сказать хочет, может быть, тогда... Очень интересно, большое спасибо, я с большим удовольствием послушала. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить опять Тинлик, потому что это очень интересное начало. Вот эти семинары, куда вы привлекаете междисциплинарных исследователей, необыкновенно интересны для того, чтобы выявить какие-то общие основы тюркоязычной культуры. Это правда, казахи, узбеки, туркмены и прочее. Мы пытаемся всегда найти какие-то наши отдельные черты, но когда из-за рубежа смотришь, вот как с запада, то видно, что у нас больше общего, чем различного. Поэтому найти вот эти общие, так сказать, культурологические основы – это задача, конечно, современных исследователей. И спасибо вам большое, профессор Тинлик Далаева, что вы делаете такое необыкновенное дело. Огромная честь принять участие в ваших семинарах. Спасибо большое за оценку, за то, что, да,
приняли участие, откликнулись, нашли время присоединиться и выступить. На самом деле в нашем проекте мы обращаем внимание на особенности аудиовизуального отражения, чтобы увидеть и возможность их анализировать, изучать, сравнивать. И поэтому этот лекторий мы приглашали исследователей, которые уже имеют свои работы, которые уже могут поделиться тем, как они изучают различные материалы по социальной истории, по культурной памяти региона Центральной Азии и Казахстана в частности. И наши лекции будут продолжаться, и мы будем работать до конца апреля, и следующую неделю мы будем рады видеть вас в нашем лектории, и у нас будет выступать Мейрамгуль Кусаинова из Назарбаев университета с лекцией «Трансформация традиционной казахской музыки в контексте советской культуры. Советтік мәдениет аясындағы дәстүрлі қазақ музыкасының трансформациясы». То есть тема звука, содержания звукового, да, мы продолжаем. Рахмет, көп рахмет сізге, Разия Рахимовна. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня, несмотря на какие-то помехи. И фильм, который любезно предоставила Разия Рахимовна, мы разместим и ссылку отправим. В течение недели будет доступ, чтобы прослушать, посмотреть те материалы, которые исследовала уважаемая Разия Ханым. Всего доброго. Большое вам спасибо, всего доброго. До следующих встреч. Спасибо огромное. Ага. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.